Триває прямий ефір на телеканалі АТР. Я вітаю усіх, хто долучився і проводить цей інформаційний день разом із нами. У студії для вас працює Аліна Блохіна. І ми, як завжди, будемо говорити про всі актуальні теми в Україні та світі. Я також для наших глядачів нагадаю, що пряму трансляцію наших ефірів можна спостерігати, дивитися і слідкувати за нами у соціальній мережі Facebook. Отже, обговорюємо ми спершу теракт. Інцидент, який стався напередодні, і я рада вітати нашого гостя. Це Олег Старіков, полковник контррозвідки Служби безпеки України у відставці. Пане Олеже, доброго дня вам. Добрий день. Власне, двоє людей загинуло. Це підтверджена правоохоронцями інформація. Ексклюзивно радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк розповів це у ранковому ефірі нам першими. Один з загиблих – це безпосередньо охоронець народного депутата України від фракції Радикальна партія Олега Ляшка Ігоря Мосійчука. Другий – це перехожий, який опинився не в тому, скажімо так, місці, не в той час. Власне, що сталося напередодні. Попрошу показати відео, якщо маємо таку змогу, як це було, оскільки вже з'явилося у мережі відео з камер спостереження так само після виходу з ефірів на одному з телеканалів. Ігор Мосійчук та політолог Віталій Бала, вони виходили з ефіру і пролунав дуже потужний вибух. Спершу говорили про еквівалент у 1 кілограм тротилу, зараз вже говорять про 400-600 грамів тротилу. Як вже заявили правоохоронці, була вибухівка закладена у моторолер, який стояв поблизу цього телеканалу. Власне, якраз під удар потрапив народний депутат України Ігор Мосійчук. Він наразі перебуває у лікарні і його вже прооперували. А Віталій Бала, політолог, також він перебуває у лікарні, його також прооперували, утім він зазнав більш складних поранень, аніж Ігор Мосійчук. Ну і також є ще двоє загиблих. Це, як я вже сказала, охоронець Ігоря Мосійчука і це Руслан Кушнір, так, загиблий охоронець Ігоря Мосійчука, а також випадковий прохожий Михайло Мормаль. Йому було 36 років, він ішов додому і якраз проходив поблизу місця, де це все сталося. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, от ви, я впевнена, що знайомі вже з цією ситуацією, скажіть, будь ласка, це був професійний такий крок, це професіонал закладав вибухівку чи аматор? Ну, следствие, я так понимаю, следствие сейчас рассматривает 3 версии. В принципе, они сейчас идут и по средствам массовой информации, я так думаю, исследователи. Сейчас милиция передаст документы в Следственное управление СБУ. Это первое, это теракт. Вторая, бизнесовые разборки, то есть бытовуха. И третье, это нечаянно мотороллер вдруг взял и взорвался. Ну, может быть, такое есть. Но дело в том, что третья версия, сейчас милиция дает экспертные группы, и эксперты говорят, что где-то 1 килограмм тротила был, потому что повылетали стекла в ближайших домах, и большое количество людей поразило. Поэтому эта третья версия, она есть, существует, она будет существовать, но давайте остановимся на первой и второй. Сейчас, в принципе, милиция, полиция и советники начали разгонять версию, что это теракт, да? Значит, и опускают версию, что это бытовые разборки, которые идут между представителями. В принципе, на Балу там никто особо не нападал, потому что Бала сам по себе не является никаким устремлением никого. Ну, он политолог, он умеренный политолог. А на господина Мосійчука имеются определенные вопросы к нему, и связанные с его и бизнес-деятельностью, и тому подобное. Поэтому концентрироваться только на версии теракта я бы не стал. Потому что у нас, как все версии, которые были вот раньше, что-то взорвали, теракт, а в итоге следствие не доводит, что это был теракт. Поэтому рассматривать надо профессионально, не пропагандистски, а профессионально, что реально произошло. Лично я, если вы меня спросите, так, по какой, версии, я на второй, бизнес-разборки. Бізнес-розбірки між Ігорем Мосійчуком і невідомими, так? Да, не будем говорить, мы давайте фамилии не говорить, но в принципе бизнес-разборки, версия такая, что это бизнес-разборки. Кто-то кому-то где-то что-то, куда-то кому-то
мстят для того, почему? Потому что Пане Олеже, ми повернемося зараз до цієї розмови. Маємо термінове включення. Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Зоряне, доброго дня вам. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, які Якщо його можна назвати добрим. так, які, скажіть, будь ласка, новини ви маєте з приводу цього інциденту, що стався? Якою новою інформацією можете поділитися? Ну, ви знаєте, слідство передано Службі безпеки України, відкрито кримінальне провадження з 258 терористичний акт. Власне, буквально в перші години після того, як ця подія сталося, з огляду на те, що там відбулося, і я, і мій колега Антон Геращенко висунули саме таку думку з цього приводу, і безпосередньо якихось новин, яких ви, можливо, не знаєте, напевно, додати важко. Можу зазначити одне, що цей злочин, безперечно, був ретельно підготовлений і виконаний на достатньо високому професійному рівні. Закладений вибуховий пристрій, який керувався дистанційно, мав цілеспрямований радіус дій, тобто був відповідно начинений, скажімо так, металевими елементами, які були спрямовані саме на вихід з телеканалу. Тобто, якщо говорити простими словами, то планувалося вбивство. Ні про які там залякування або ще щось. Тобто в даній ситуації ми маємо справу з ретельно підготовленим, цілеспрямованим терористичним актом, який в даній ситуації був направлений на державного діяча, тобто Ігоря Мосійчука. Слідство зараз, наскільки мені відомо, все ж таки розглядає всі версії можливі, але виділяється 3 головних версій, тобто це зовнішній фактор російські спецслужби, внутрішній фактор, а також особисті стосунки. Безумовно, я схиляюся до першої версії, і я її чітко аргументую, оскільки сам почерк цього злочину дає підстави вважати, що він здійснений в канві тих терористичних актів, які, власне, здійснює Російська Федерація як на території всього світу, так і на території України протягом останніх кількох років. Тобто ретельно підготовлено, закладка вибухового пристрою, дистанційне управління і, власне, вибух. Тому я не претендую ні в якому разі на право першої інстанції. Всі відповіді на запитання, остаточну крапку поставить слідство, але враховуючи спектр діяльності Ігоря Мосійчука і, власне, його позицію, російський світ, на моє глибоке переконання, власне, ті аргументи, які я привів раніше, є найбільш ймовірний. Зрештою, думаю, що по ходу розслідування, а воно рухається вперед, можу вас в цьому запевнити. І, власне, зараз працюють і слідчо-оперативні групи, і підрозділи Національної поліції максимально долучаються і допомагають нашим колегам з Служби безпеки України та прокуратури. Сподіваюся, що більш детально і більше інформації буде згодом. Пане Зоряне, зараз всі оговтуються після цього інциденту, але все ж таки я дуже хочу вас запитати. Поки що, я так розумію, немає підозрюваних у слідства? Ви знаєте, я ще раз хочу наголосити, що слідство розглядає, слідство знаходиться в провадженні Служби безпеки України, і, власне, мені абсолютно некоректно коментувати хід розслідування, яке ведуть наші колеги. Я думаю, що щодо можливих підозрюваних, якщо вони є, все ж таки більш коректніше задавати питання безпосередньо Служби безпеки України.
Я дуже дякую вам, що ви знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк розповідав нам про те, якими є версії безпосередньо замаху, оскільки, за словами пана Шкіряка, це був саме замах на вбивство Ігоря Мосійчука. Говорив про свою думку. Ну, власне, як ви гадаєте, ви вбачаєте російський слід у цьому теракті, що напередодні стався? Я полностью согласен, что сказал советник министра внутренних. Он все он сказал только одно ключевое слово. Это было убийство, направлено не на залякивание людей, а теракт по 258 статье, основная по субъективной стороне и по объекту и субъекту, написано, что в законодательстве написано, что это теракт производится для того, чтобы напугать население. А это умышленное, он сказал, умышленное убийство. Поэтому умышленное убийство, не связанное именно с терактом. Может быть, я не исключаю, что первую версию мы рассматриваем, что может быть, что российские спецслужбы, сразу же говорю, это не ФСБ. ФСБ не работает на чужой территории. На чужой территории работает или служба внешней разведки Российской Федерации, или Главное разведуправление Вооруженных сил Российской Федерации. Мы просто должны понять, как субъект, какая разведка здесь работает. Или агенты какой разведки здесь работают. Вот ФСБ это контрразведывательное подразделение. Первое. Второе. С какой целью, например, если это российский след, является ли, на кого было покушение, он их объектом интереса? Вот ответьте себе на этот вопрос, является или нет. Во-первых, он не является неважным секретоносителем, он, во-первых, не является угрозой для их безопасности, он не является никем. Он, в принципе, является нашим общественным деятелем, народным депутатом. Да, это именно в нашей внутренней среде. Поэтому Зорян Шкіряк сказал, внешний фактор, внутренний фактор. Так вот, я полностью по внутреннему фактору. Внешний фактор отрицать нельзя. Может быть, знаете, по спецслужбе всегда готовят преступления, связанные с умышленным убийством человека, который им в чем-то мешает. В чем мешает данный субъект, на кого было покушение, я пока не нахожу. Именно в чем он мешает. Или что он что-то сделал, я не нахожу. А по внутреннему факту он мешает, в принципе, очень многим людям в Украине, о чем я сказал по второй версии. Скажіть, будь ласка, чому тоді, от якщо це був конкретно замах на вбивство саме Ігоря Мосійчука, невідомі, які вчинили цей замах, вони скористалися саме таким методом це зробити, оскільки всі прекрасно розуміють, що це житловий будинок, що там можуть бути і інші люди, і фактично інші люди зовсім, можливо, не винні у тому, що вони там опинилися, постраждали. Почему это не зробили іншим Совершенно правильный шляхом? и профессиональный вопрос. Так вот, если бы проводили спецслужбы, вот вспомните, у нас с 2014 года по 2017, когда проводили российские грушники террористические акты, в этих террористов они подрывали, там в Одессе подрывали, в Харькове подрывали, но ни один человек не погиб. У них цель была запугать население, внести внутреннее напряжение в стране. У них не было цели убить человека. Здесь цель совершенно другая. Здесь убили человека, то есть тяжело ранили, двоих убили, повыбивали стекла, то есть двоих ранили, нет, двоих убили, двоих тяжело ранили, правильно же, и повыбивали стекла. Поэтому, опять же, возвращаясь, здесь проводил человек высокопрофессиональный, первое. Второе, с учетом того, что у нас идет война, и у нас таких людей сейчас достаточно, кто прошел войну, и кто умеет делать такие операции, и кто умеет делать такие закладки. Это кто прошел зону АТО, делать это могут. Поэтому, опять же, возвращаясь к тому, если бы проводили российские спецслужбы, они профессионалы в этом, было конкретно человек был бы убит. А здесь убили кого? Подставили килограмм тротила, разнесло все. Хорошо, хоть не 5 они поставили. Власне, щодо стану постраждалих, хочу трошки розповісти нашим глядачам. Ігор Мосійчук, як я вже казала, він у лікарні, його прооперували. За даними завідуючого стаціонаром клініки, де він перебуває, він наразі в реанімації, у нього постраждали кінцівки, внутрішні органи пошкоджені дещо менше, утім деякі осколки досі ще не змогли виняти, тому що наразі провели одне оперативне втручання, наскільки нам відомо, ще буде потім
Друге, щодо Віталія Бали, політолога, який також виходив з ефіру на цьому телеканалі і потрапив під удар, то у нього, наскільки нам відомо, пошкодження легень і печінки. Його так само прооперували, утім більш детальніше, я думаю, стане зрозуміло про його стан згодом. Чому тоді, якщо це був замах на вбивство, питання до вас, пане Олеже, Служба безпеки України, які підпорядковується наразі ця справа, відкрила кримінальне провадження за статтею теракт? Ну, теракт в уголовное дело, в уголовное проваджение открыла МВД. И по Передало СБУ. Да, и передало СБУ. Сейчас СБУ, следственное подразделение, проведет первоначальные следственные действия, оценит все. После этого или будет переквалифицировано, или дальше будут они вести. Поэтому я бы сейчас не акцентировал конкретное внимание на 258. Может, 115 будет умышленное убийство. И тому. Поэтому это не самое главное. Самое главное другое. Знаете, что самое главное? Значит, уже неоднократно, я уже 3 года говорю, что в стране не создана система контрразведывательных мер, которая была бы направлена на выявление и предотвращение разных возможных тяжких преступление. Террористический акт является и умышленное убийство в такой форме, это является тяжким преступлением. Значит, контрразведывательный режим, он обеспечивается не только Службой безопасности Украины и контрразведывательным подразделением, но он обеспечивается и органами МВД, и органами всяких, ну, то есть и іншими військовыми формированиями, которые имеют на это задачу. Так вот, совсем недавно только решением РНБУ, президент ввел в решение РНБУ в сентябре месяце о том, что была затвержена концепция построения контрразведывательного режима в стране. Вот только сейчас ее дано только 3 месяца, к январю месяцу должны быть представлены планы ее запроваживания и тому подобное. Почему в течение 3 лет это не было введено? Когда у нас в стране идет война, у нас такие факты уже неоднократны, и правоохранительные органы ничего особо, в принципе, по выявлению и предотвращению не делают. Я бы задал вопрос органам МВД, как они могли допустить, чтобы произошло такое преступление. Это їхня проблема. Ви знаєте, я так само хочу запитати, поставити питання вам, можливо, воно буде риторичним, але за останні 1,5 року лише у Києві готувалися і були здійснені низка замахів на начальника управління спецрезерву військової розвідки Міноборони Максим Шаповал, він загинув. Журналіст Павло Шеремет, підірваний у автівці, він загинув. Чеченський громадянин, наскільки мені не зраджує пам'ять, воював який в АТО Тимур Махаурі, він також загинув і був підірваний у своїй автівці. Також Адам Осмаєв і Аміна Окуєва. Пан Адам Осмаєв був поранений, і зараз ми маємо можливість його почути його думку щодо того, яку оцінку він дає цим подіям і яка його версія причин, чому це сталося. Пане Адаме, доброго дня. Чи чуєте ви мене? Скажіть, будь ласка. Доброго дня, да, чую вас. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, яка ваша, вам видається найбільш достовірною версія, чому було скоєно замах на Ігоря Мосійчука? Ну, на мой взгляд, все достаточно очевидно. Есть конкретные угрозы от Рамзана Кадырова, в частности, в адрес Мосейчука. И у Рамзана Кадырова есть длинная история таких преступлений, которые за ним тянется шлейф убийств за границей, в том числе в Европе, в Австрии убили его бывшего охранника Умара Исраилова, которого расстреляли, и там фигурировал, кстати, вот тот же человек, который покушался на меня, Артур Курмакаев, он фигурировал в этом деле, он выступал там переговорщиком, который приезжал его уговаривать, значит, вернуться на родину. Ну, по-моему, все достаточно очевидно в этом деле. Я надеюсь, что расследование найдет и заказчиков, и исполнителей этого преступления. Вот. Ну, к сожалению, мы в состоянии войны находимся, и такое уже было не раз, и я думаю, пока вот эта вот опасность не минует с востока, то это будет еще, к сожалению, продолжаться.
А якщо ми говоримо про причетність Рамзана Кадирова, як ви гадаєте, це була все ж таки загроза, яка прийшла з Росії? Тобто це де-факто так люди, які це вчинили, які це запланували. Це ми можемо говорити про те, що це все ж таки з Російської Федерації були, чи це якийсь внутрішній агент України? Як ви гадаєте? Ну, я думаю, это пришло заказчик точно как бы с России, это, я почти уверен в этом. Никто не будет здесь внутри Украины из-за каких-то там разборок и так далее устраивать теракты, взрывы, где погибает много мирных жителей. Это почерк именно российских спецслужб и их марионеток, там, чеченоговорящих или еще других каких-то кадыровцев и так далее. Это все, даже их неправильно называть чеченцами, это марионетки российские, их. Поэтому я думаю, это скорее всего все с Россией. Здесь внутри Украины такое вряд ли могло случиться. Здесь даже если бы были вот какие-то внутренние разборки, там максимум там стреляли бы или что-то такое было бы. А здесь именно теракт кровавый, такой же, как мы видели в отношении Тимура Махаури, как они пожалели женщину, ребенка и взорвали его. Скажіть, будь ласка, щодо нападу на вас та Аміну Окуєву, які новини у цьому розслідуванні? Расследование уже заканчивается. Я думаю, в ближайшее время оно будет уже передано в суд. Я думаю, там все достаточно очевидно. И тот, кто нападал на нас, он, я думаю, надеюсь, правосудие восторжествует, он получит заслуженное наказание. Я дуже дякую вам, що ви знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Адам Осмаєв, командир міжнародного миротворчого батальйону імені Дудаєва, був з нами на прямому зв'язку телефоном. Так от, якраз ми зупинилися на Адамові і на Аміні. Так само Денис Вороненков вбитий у центрі міста. І була інформація, що на Антона Геращенка також планувався замах. Як гадаєте, перше питання, чи дійсно тут погоджуєтеся з паном Адамом, чи є тут слід причетності Рамзана Кадирова? І друге питання, такий список за 1,5 року, де не допрацьовують, можливо, українські спецслужби? Есть системная ошибка. Вот я же говорю про систему. И были факты, Шеремет, правильно, потом вот вы назвали вот эти фамилии все. Система государственная должна была сработать. Задача спецслужб, самое основное, это выявление и предотвращение. А методы это уже совершенно другие. А пресечение это уже недоработка спецслужб. Спецслужбы должны работать тихо. О их работе никто не должен знать. Никто не должен. Это во всем мире и так далее. Спецслужбы, они работают в тишине. Выявили через свою агентуру, предотвратили, взяли арестовали, осудили и все. Высветили средства массовой информации, что такой факт был предотвращен. Это задача спецслужб. А у нас совершенно прошли данные факты. Система не отработала, то есть она у нас не срабатывает. Чому? От питання, чому? Я же и говорю, что 3 года прошло. В сентябре месяце только решение РНБО президент подписал, и до декабря месяца это решение о создании системы контрразведки, то есть нового плана работы по контрразведывательному забеспечению. Не контрразведывательному, а план по созданию контрразведывательного режима. Понимаете? 3 года. Почему это не сделано? Я, например, сейчас вижу несколько самых больших проблемных ошибок, которые влияют на государственную безопасность. Первое – это системное. Это наличие в руководстве людей низкопрофессиональных, но высокомотивированных, которые много рассказывают, много выступают, но реально никаких изменений в системе, правоохранительной системе не делают. Вот и получается, что она все сейчас рассказывает, а реально ничего не делается. Это, опять же, говорю, то, что сейчас произошло, это недоработка силових структур, як МВД, так і СБУ. Щодо версії, яку озвучив Адам Осмаєв про причетність Рамзана Кадирова, ви вбачаєте таку ймовірність? Тут все, я же говорю, мы же определили, что может быть теракт. Теракт это как внешний фактор, так внешний фактор. Мы же определились. Але конкретно, якщо ми говоримо про конфлікт між Мосійчуком і Кадировим, так? Вот смотрите, дело в том, что само по себе исполнители
по всей видимости, это исполнители граждане Украины. Значит, или завербованные, или купленные. То есть это люди, которые исполняли преступный приказ. Это первое. Второе. Заказчиком мог быть, первое, или спецслужбы, или конкретный гражданин Российской Федерации, который вы назвали. Значит, если этот конкретный гражданин, который был заказчиком, это еще не означает, что он сам это придумал. И мы могли то же самое попросить конкретные спецслужбы. Потому что это делается, спецслужбы работают не напрямую, спецслужбы всегда работают под прикрытием. И верх профессионализма спецслужб, если их уши нигде не будут торчать. Вот если следствие придет к тому выводу, что, в принципе, мы сейчас обсуждаем, и это был заказ какого-то руководителя, там, непонятно, то есть руководителя, и спецслужбы здесь ни к чему, а, в принципе, это высокий профессионализм тех государственных органов Российской Федерации, о которой я говорил. Повертаємося знову ж таки. Максим Шаповал, Павло Шарама, Тимур Махаурі, Денис Вороненков. Ну тут ми знаємо, так був ліквідований безпосередньо стрілок, але замовник то досі за версією слідства, той замовник, якого називає слідство, перебуває у Росії. Невідомо, чи зможе він понести своє покарання. Багато з цих справ вони не завершилися конкретними прізвищами замовників, конкретними судами, конкретними покараннями. Яка ймовірність того, що справу щодо Ігоря Мосійчука доведуть до кінця? Ну, вспомните, когда было убийство Вороненко, сразу же все сказали след Кремля, да? Оказалось, не Кремль, а совершенно, то есть следствие, генеральный прокурор вышел, уже официально заявил, что это заказчик был человек, который имеет отношение к спецслужбам, не имеет, в принципе, он опосредованно, можно сказать, что он имеет, потому что отношение к спецслужбам. Но если это было заказчики спецслужб, то, опять же, уши их не торчат. О чем я говорю? Это говорит о высоком профессионализме тех людей, которые это дело делали. Поэтому, опять же, возвращаясь, я хочу эту мысль, она должна быть ключевая. Если мы не проведем реальную реформу правоохранительной системы и, самое главное, системы специальных служб, то ничего не изменится. Вот я сегодня был на Громадской раде при Министерстве обороны, я член Громадской рады, и первый раз у нас тут с февраля месяца, вот это тут нас не утверждали выборы Громадской рады, вот сегодня пришел министр обороны на заседание Громадской рады, первый раз. И он выступал там в течение часа, рассказывал, он говорил, что самое главное конструктивизм в работе и тому подобное. Так я вот ему задал вопрос. Уважаемый господин министр, скажите, пожалуйста, как вы считаете, имеет ли целесообразность передать военную контрразведку СБУ в состав Министерства обороны? Это что означает? В системе СБУ есть подразделение контрразведки и военной контрразведки. Вот я представитель военной контрразведки, я все время работал в военной контрразведке. Но с учетом в мирное время военная контрразведка это спецслужба. Она должна состоять в составе, ну, в принципе, СБУ специальных служб. А во время войны военная контрразведка выполняет задачи вместе работает с командованием. Они работают в зоне боевых действий. А территориальные органы работают на территории. Министр обороны меня полностью поддержал и сказал, да, я считаю, что военная контрразведка во время войны, она должна работать на министерстве вместе с министром обороны и оказывать помощь как вид боевого обеспечения. Потому что самый главный вид боевого обеспечения для принятия командиров решений это что? Разведка. А контрразведывательное обеспечение это работа в окружении объекта. У нас ведь сейчас нет широкомасштабных наступательных вооружений. У нас что? Стоят 50-100 метров друг от друга против друга. Поэтому я говорю про реформу. Система СБУ не реформирована. 3 года прошло, никаких концепций реформированной системы СБУ не видел. Вот если то, что я сказал, уже было решение РЭДБУ, это реформирование СБУ будет, то, по крайней мере, мы идем к тому, чтобы таких фактов были как можно меньше. Ми зараз повернемося до цієї розмови. Я хочу нагадати також нашим глядачам, що ми продовжимо, звичайно, слідкувати за темою повернення кримсько-татарських політв'язнів Ахтема Чийгоза та Ільмі Умарова до України. За нашими даними, станом на цю хвилину вони поки що не вилетіли з Туреччини. Ймовірно, Чийгоз і Умаров прибудуть в Бориспіль вже завтра. Якщо ж вони приїдуть на Батьківщину раніше, телеканал АТР обов'язково триматиме наших глядачів у курсі усіх подій і усіх новин щодо цієї
цієї теми, і ви дізнаєтеся про все першими. Ми вас обов'язково проінформуємо. Я нагадаю, що зараз Ахтем Чийгоз і Ільмі Умаров перебувають у Туреччині в Анкарі. Вони опинилися на волі вчора, були видані турецькій стороні Російською Федерацією. Слідкуйте за ефіром, прямим ефіром телеканалу АТР. Усі подробиці про звільнення наших політв'язнів ви дізнаєтеся лише у нашому ефірі. Ми поки що повертаємося до нашої розмови. Скажіть, будь ласка, пане Олеже, чому, на вашу думку, було використано саме мопед? Чому от таким чином? Чому не заклали вибухівку просто, наприклад, в авто Ігоря Мосійчука? Хто, можливо, є якісь конкретні групування, які саме такі методи обирають? Дело еще здесь надо определять, вот когда следствие выйдет на организатора, какой метод данного террористического акта или данного массового убийства, то есть это убийство с отягчающими обстоятельствами, был выбран. Вот они выбрали такой метод. Такой метод. Поэтому определяться, почему выбрали тот субъект, который этот метод выбирал, он имеет такое представление о человеческих жизнях. То есть он решил, что если килограмм тротила заложить, мопед убьет на кого не покушается, его убьет однозначно. Но в итоге, видите, убили совершенно других людей. Поэтому человек, который это организовал, он не, как сказать, это не полностью не лишено права, там, то есть он не имеет, он не человечность, он в принципе, он даже никакие, это не человек, это просто обыкновенный исполнитель чужой воли, у которого полностью смещено человеческое сознание. Так, я нагадаю, що двоє людей загинули внаслідок цього інциденту, який стався напередодні ввечері у Києві. Це Руслан Кушнір, охоронець народного депутата Ігоря Мосійчука. Ігор Мосійчук писав у своїй соціальній мережі на Фейсбуці про те, що цікавий момент, що Руслан був колишнім співробітником Беркуту і після Революції Гідності пройшов переатестацію, служив у спецпідрозділі МВС і так вийшло, що захищав, цитую, українського націоналіста і фашиста, як дехто називає Ігоря Мосійчука. Другий загиблий – це випадковий перехожий Михайло Мормель, йому було 36 років. Капітан поліції, він жив у сусідньому під'їзді, з 2015 року працював у Міністерстві внутрішніх справ, був підполковником поліції, звільнився, а потім займався приватною юридичною практикою. І, от, як зазначають наші словаки, він був просто звичайним перехожим, який йшов додому і опинився біля ось таких подій, які там розгорнулися. Пане Олеже, ми зараз в контексті цієї теми, цієї події обговорюємо також і реформу СБУ, про яку ви заговорили. Якою вона має бути для того, щоб попереджати такі випадки? Я не только СБУ, я сказал и реформа МВД. Потому что вроде бы мы патрульную полицию реформировали, а оперативное подразделение до сих пор это не реформировали. Проблема. Хотя министр внутренних дел говорит, что у нас там 40-50% раскрываемость. Ну не может. В европейских странах раскрываемость 30%. Ну не более. Это у нас опять советская система, там 99% мы все раскрываем. Самое главное, что надо необходимо сделать, я беру СБУ. Что необходимо сделать? Первый вопрос. Демилитаризация. Убрать все воинские, то есть военные... В СБУ убрать все воинские звания. Должны демилитаризировать. А военную контрразведку, это те, кто носят погоны, те, например, без воинских званий, а это свой. Поэтому военную контрразведку передается в Министерство обороны. Второе. Значит, убрать с военной контрразведки правоохранительные функции, убрать с СБУ правоохранительные функции. То есть следствие как таковое, это сейчас, и вот когда я пришел служить в 92 году, после развала Советского Союза, я приехал в Украину. Так был всего следственный отдел, Сейчас главное следственное управление, состоящее из 4 управлений. А если остается, то есть все, что касается с экономическими преступлениями, главкомка, оно все это должно уйти. И поэтому действительно должен остаться тот же один следственный отдел, который будет будет работать по выявлению, по работе, по следствию особо опасных государственных преступлений. Это 109, 110, 111, 112, 113, 114 и
258, о которой мы говорили. И еще разглашение сведений, составляющих гостайну, честно говоря, забыл, какая это статья. Вот это задача контрразведки. А вот эти все функции, все они должны уйти. И тогда основное скандал вокруг СБУ какие? В основном после все экономические преступления. Или наезды, или крышевания. Правильно? О чем, в принципе, вчера говорил премьер-министр на заседании Кабмина, а позавчера президент то же самое сказал на Раде регионов. Он об этом самое и говорил. Поэтому вот эти функции надо убирать. И когда сама по себе СБУ останется с нескольких департаментов, департамент контрразведки, департамент захисту национальной державности, департамент захисту гостайны, и все, и Альфа. Ну, Альфа и все оперативно-технические подразделения. Вот это будет та спецслужба, которая на начальном этапе, то есть, когда она будет реформирована, она будет выполнять те функции, те задачи, которые нацелены на выполнение тех задач, которые и определены законодательством України. Я хочу зараз додати інформацію. От Ігор Мосійчук, який напередодні постраждав від вибуху, сьогодні почав вже давати коментарі українським виданням і наголосив, що попри те, що його охоронець Руслан Кушнюк був співробітником поліції, не вдалося вберегти йому своє життя, і надалі він буде посилювати свою охорону у зв'язку з тими подіями, що сталися. Ну а от лідер радикалів Олег Ляшко заявив про те, що Ігоря Мосійчука перевезуть до іншої лікарні. Яка це буде лікарня, він не поточнив в інтересах безпеки, сказав, що цю інформацію поки що не будуть розголошувати. Ну, власне, цю інформацію от він підтвердив з українським засобом масової інформації і додав, що в переведенні Ігоря Мосійчука в іншу лікарню є необхідність. Як гадаєте, чому є необхідність? Чи дійсно можуть замовники чи виконавці дістати тепер Ігоря Мосійчука у лікарні? Это совершенно правильное решение. Почему? Потому что если организатор дает деньги исполнителям. Исполнители не достигли результата, которые им за это было заплачены деньги. Значит, они будут делать все возможное, чтобы достигнуть конечного результата для того, чтобы за что они получили деньги. В принципе, тут даже не брать работу спецслужб, а брать просто обыкновенные уголовные элементы и вот высокопрофессиональные киллеры и тому подобное. Они делают это совершенно правильное решение. И под охрану это должно быть, куда его переместили, они должны полностью охранять его. Потому что они на этом не остановятся. Они пошли, если пошли на такой взрыв, чтобы его так уничтожить, то они пойдут и дальше. Потому что это правильное решение. Пане Олеже, я дуже хочу коротко, щоб ви прокоментували зараз, от на вашу думку, як спеціаліст, як компетентна людина, контррозвідка, діяльність контррозвідки української зараз в якому стані? В зоне АТО нормальная. То есть она соответствует оперативной обстановке в зоне АТО. Значит, это я беру зону АТО, там работает и военная контрразведка, там работают и территориальные органы, которые туда ездят в командировку, более-менее нормально. Значит, на остальной территории, так говорю, на территории, значит, для того, чтобы оценить очень просто. Открываете сайт СБУ и смотрите. При такой оперативной обстановке, которая есть, смотрите результаты работы. С учетом того, что в СБУ, будем говорить, где-то 5-10 тысяч оперативных работников. Я примерно говорю, 5-10 тысяч оперативных работников. Оперативный работник – это тот, который имеет на связи информаторов, то есть агентуру. Это тот, который должен вести оперативно-розыскные дела, контрразведывательные дела, и через полгода он их должен реализовывать. Так вот, разделите 10 тысяч на 365, получится, что каждый день у нас должно быть 30 каждый день 30, где-то вести разоблачение, то есть уголовных дел, там, задержания и тому подобное. У нас в основном 1-2 дела в день, поэтому результаты, и не зря президент и Советы и РНБО приняли решение обратить на это внимание и построить систему совершенно по-другому. Пане Олеже, наша розмова добігає кінця. Олег Старіков, полковник розвідки Служби безпеки, контррозвідки Служби безпеки України у відставці, був гостем цієї студії. Ми слідкуємо за усіма актуальними темами і, звичайно, про повернення Ахтема чи Ельмі Умарова ви дізнаєтеся першими лише на телеканалі АТР. За справою Ігоря Мосійчука також будемо слідкувати. Я дякую, що ви залишаєтеся з нами, довіряєте нам. Ми повернемося вже зовсім скоро. Далі новини, Заман. До зустрічі.